Здравствуйте, меня зовут Карина Солдат, я ученица номер 42 Огнет гимназии, 10 Д класса. Сегодня я хочу вам представить презентацию по теме «Я выбираю профессию». С самого раннего детства, когда меня спрашивали, кем я хочу быть в будущем, я отвечала, что хочу стать врачом, как моя мама. Чем больше проходило времени, тем больше я углублялась в тему медицины и, соответственно, проверяла себе самые разные ответвления врачевания. В итоге мой выбор остановился на профессии анестезиолога-ревматолога. Вообще, эта профессия привлекла меня своей историей происхождения, а также тем, как в свое время она сильно повлияла на сферу хирургии. Если же мы будем говорить про историю этой профессии, то все началось со слов «джентльмены – это не надувательство». В пятницу, 16 октября 1946 года, около 10 утра в Массачусетской больнице города Бостон была проведена первая операция под наркозом. На картине Роберта Хинкли под названием «Первая операция под эфиром» изображены эти самые события. И мы можем увидеть у головы больного человека с ингалятором эфира в руках. Этим человеком является Уильям Мортон, 1816 года рождения. Хоть он и был дантистом и не имел никакого права лечить что-либо, кроме зубов, он является самым первым анестезиологом в мире. И с тех самых пор 16 октября считается международным праздником анестезиологов. Вообще, работа анестезиолога-реаниматолога является собирательной профессией двух разных сфер медицины – анестезиологии и реаниматологии соответственно. В обязанность анестезиолога входит определение противопоказаний по операции, тем самым допуск больного к ней. Накануне операции осмотр пациента, изучение медицинских карт, а также данных обследования, коррекция лекарственных назначений и назначение при медикации. Выбор наиболее безопасного метода анестезии, обеспечение жизнедеятельности пациента во время операции, а также послеоперационное сопровождение пациента, если таковое требуется. В обязанности же реаниматолога входит оценка витальных функций пациентов отделения реанимации и консультация врачей других отделений, опять же, если таковое требуется. Обеспечение проходимости дыхательных путей, непрерывный контроль гемодинамики и сердечной деятельности, назначение лекарственных средств, расчет доз, а также обеспечение доступа для их ведения и контроль работы выделительных систем организма. К тому же выполнение расширенной сердечно-легочной реанимации, или же коротко СЛР. Из-за того, что эта профессия является настолько трудной, она не могла остаться без внимания общественности, а также медицинского сообщества. Есть немало людей, которые являются известными в данной сфере. Одним из них является Булат Туяков, наш соотечественник, в данный момент проживающий и работающий в Польше, Александр Злотник из Израиля, города Бершева, Александр Иоскович, также из Израиля, но из города Иерусалим, и еще один наш соотечественник, Акзам Жумадинов. Всех этих людей связывают их качества и способности, которые им необходимы как специалистам в данной сфере. Качества и способности анестезиолога-ревматолога. Помимо ума, склонности к аналитической деятельности и гуманистического склада характера, анестезиолог-ревматолог обязательно должен обладать высокой чувствительностью, скоростью реакции, умением действовать в кризисных ситуациях, высочайший уровень самодисциплины и ответственности, а также эмпатии и коммуникабельность. Ну и самое главное, умение находить подход к пациентам, ведь они могут испытывать дичайший дискомфорт и страх перед операцией, да и наркозом в целом. С таким большим списком качеств и способностей есть немало минусов у данной профессии. К примеру, высочайший уровень ответственности, сложногенная обстановка, приводящая к нервному перенапряжению, высокая степень физической нагрузки из-за многочасовых операций. К тому же зачастую анестезиолог проводит больше времени на работе, чем дома, что может приводить к семейным конфликтам или же ссорам. И длительность обучения, включая ординатуру и дополнительное образование. Но у этой профессии есть и немало плюсов. Профессия является достаточно уважаемой как в социуме, так и в медицинском сообществе. Удовлетворение от спасения жизни людей. Относительно высокая заработная плата, особенно в коммерческих клиниках. Перспективный карьер роста при соответствующем дополнительном образовании и шанс развития в области научной деятельности. Если же вы решите все-таки поступить на данную специальность, то вам необходимо будет обучиться 8 лет, 6 лет общей медицины, а также 2 года ординатуры. Лучшими в данный момент на территории стран СНГ является данное учебное заведение. Российский научный и исследовательский институт имени Пирогова, Медицинский государственный университет имени Ломоносова, кстати, он изображен на картине, и Белорусский государственный медицинский университет Минздрава России. Ну и дальше по списку. Если же мы будем говорить про карьерные перспективы врачей, то у них есть довольно много вариантов. К примеру, если вы обучились на анестезиолога-ревматолога, вы можете работать в многопрофильных больницах или клиниках, или же в родильных домах. Главное, чтобы они имели
операционный блок, либо же отделение интенсивной терапии. Либо же вы можете выбрать научную сферу деятельности, опять же, или же развиваться в учебных заведениях в качестве профессора, проводя лекции как и для более опытных врачей, так и для студентов-медиков. В общем, эта профессия является крайне трудной, но именно из-за этого она является высоковостребованной и хорошо оплачиваемой не только в Казахстане, но и во всем мире. Спасибо вам за внимание. До свидания.